Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов оштрафован за неоплату услуг по контракту. К ответственности привлечен директор. Нарушения устранены, имеющаяся задолженность погашена в полном объеме. Государственным бюджетным учреждением республики Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов не произведена оплата за предоставленную услугу по контракту в размере свыше 95 тысяч рублей. По данному факту прокуратура города возбудила в отношении директора учреждения дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по республике Саха-Якутия должностное лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей. Жительница Ленского района лишилась 46 тысяч рублей. 37-летняя женщина сообщила, что мошенники похитили деньги с кредитной карты. На мобильный телефон позвонил неизвестный и представился специалистом банка. Он сообщил, что произошел технический сбой и попросил подтвердить контактную информацию. Женщина продиктовала требуемое. Через некоторое время ей снова перезвонили и предложили увеличить лимит на карте, на что она также согласилась. Тогда лжеспециалист попросил ее назвать коды подтверждения, которые были отправлены в СМС-сообщениях, а после чего сразу же удалить сообщение. Потерпевшая, не задумываясь, сообщила звонившему необходимые сведения. А через некоторое время с ее счета были похищены деньги. Уважаемые граждане, помимо этого способа распространенной схемой обмана стали звонки от сотрудников оператора сотовой связи. Они сообщают о переплате за мобильные услуги и просят назвать реквизиты банковской карты для того, чтобы якобы вернуть деньги. Полиция призывает вас быть бдительными и не реагировать на подобные телефонные звонки. Но в случае, если вы попались на уловки мошенников, то незамедлительно обращайтесь в полицию. Доведите эту информацию до своих пожилых родственников, чтобы уберечь их от мошеннических действий. Судя по всему, несмотря на непогоду, в Ленске наступила горячая пора. Недавно там произошла подготовленная кража, которая совершила 18-летняя девушка, одетая в черную маску и куртку. Девушка начала подготовку к преступлению месяц назад. Предусмотрительно сшила из старой кофты маску с прорезями для глаз, изучила работу камер видеонаблюдения в салоне и следила за графиком работы персонала. Отправившись в ювелирный салон, она первым делом перерезала плоскогубцами провода сигнализации и разбила окно. Затем, убедившись, что оповещение не сработало, проникла в помещение. Однако злоумышленница не заметила осколки, торчащие из рамы окна, и случайно порезалась. В итоге эти порезы ее и выдали. Кстати, преступница долго не могла выбрать себе подходящие по размеру ювелирные украшения и оставила сильный беспорядок в салоне. На вопрос полицейских, зачем ей 3 золотых кольца, 1 перстень с камнем и 3 золотые цепочки, подозреваемая ответила, что любит ювелирные изделия и хотела оставить похищенные украшения у себя. Материальный ущерб составил порядка 100 тысяч рублей. В Момском районе ранее судимый безработный пнул ребенка в живот, чтобы отобрать портативный компьютер и пропить. Он распивал алкоголь в доме своего знакомого, зашел в комнату, где находилась 9-летняя дочь хозяина квартиры, потребовал у ребенка отдать ему портативный компьютер. Получив решительный отказ, стал угрожать девочке. Когда и это не помогло, ударил ее ногой в живот. Школьница упала и ударилась головой. На шум в комнату вошел отец девочки и выгнал вымогателя из квартиры. На следующий день мужчина принес извинения. Также в ходе предварительного расследования признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Согласно уголовному законодательству, такое преступление относится к категории тяжких и влечет за собой наказание до 7 лет лишения свободы. 63 предписания было выдано в Алдане надзорными органами по состоянию дорог. К ответственности привлечены несколько должностных лиц, в том числе первый заместитель главы города. Напомним, что с начала года в Алданском районе зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли, в том числе 2 ребенка. 23 человека получили травмы различной степени тяжести. Почти в каждом из них сотрудники госавтоинспекции усматривают причины в виде неудовлетворительных дорожных условий. Администрацией не проводилась подсыпка и ремонт дорог, а также не удаляли снег и наледь с проезжей части. За 2 дня непогоды в Якутии произошло 42 дорожно-транспортных происшествия. Несколько человек пострадали, среди которых дети. Автоинспекция напоминает о необходимости соблюдать осторожность и быть предельно бдительными на дорогах. Всего зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествий, из которых 6 произошли с пострадавшими. В этих 6 автопроисшествиях травмы различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 9 детей.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям республики не выезжать в дальние поездки. Перед тем, как выехать, необходимо взвесить все за и против этой опасной поездки. Кроме того, в случае крайней необходимости, если вы все-таки уже решили выехать, необходимо обязательно взять с собой инструменты, теплую одежду. Кроме того, надо учитывать, что на некоторых участках дорог ограничено движение транспортных средств. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании специализированных подразделений туристической полиции к чемпионату мира по футболу. Комплектовать новые подразделения будут из числа сотрудников, владеющих иностранными языками. На этом у меня все. Берегите себя.